Да, сейчас лед встанет, так, наверное, уже не потягаешь этих окуньков. Упорно продолжаю трясти балансир в надежде на поклевку. Но на балансир сегодня полная тишина. Вчера мы еще поклевки увидели. Сегодня нет, сегодня он осторожный. Есть поклевка там, на удочку. Че? Окунь? Ой, вон что. Как он у тебя? О, хороший. Инскуден. Ведерочка, ведерочка. Что, Сань? Наполним мы сегодня ведерочко, нет? Сколько будет, столько будет. Ну, ты как думаешь? Думаю, что да. Правильно думаешь. Всегда надо готовиться к лучшему. Не знаю, наши еще продольники. Ну, продольники-то я не знаю, что-то они сегодня слабовато. Налимчик один и все. Белой рыбы не было. Но первый продольник там, наверное, было что-то крупное, потому что... Я имею в виду то, что снесло. Да, его подняло против течения, весь продольник зацепило. И там ерша не было. Там на последнем крючке был ерш, скорее всего, был крупный налим и был сход. Потому что просто так поднять такой продольник против течения, это еще надо постараться. Так. Вот у нас был еще один экземпляр такой. Вот такой экземпляр. Вот такой экземпляр. Потихонечку ведро наполняется. И у нас клюет. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот клюет. А резина, да, она вонючая. Здесь ямка. Получается, он в ямке собрался. Но он как-то временами то клюет, бац, перестанет, осторожничает. То начнет на него какой-то жор, или свежая стайка подходит, или чего-то не поймешь. Вот просто один за одним, потом идет, осторожничает. Санек отличился. Желтоглазика. Ты что сегодня сказал, ведро наполним, нет? Да. Наполним, да? Ну смотри, если не наполним, с тебя пузырь, бля. Без базара, ёпта. Нашел меня, чем напугать. Вот так вот и стоит лодка. Ну, сейчас еще урони, бля. Ты его так долго тянешь? Ты удочку убери. У меня кончик, видишь, какой? Это как Леха Черников, знаешь, Ямал, где клево-то? Ну. Не знаешь? Привет, Леха, если смотришь. Зимой я не могу, как он вытаскивает рыбу. Еле-еле, тихонько-тихонько. Я говорю, наслаждаешься, что ли? Говорит, да. Я говорю, зато зритель увидит. О. Ты воду где берешь? На Кодаче. О, да. Снимаешь. Ты блесканулась там, что ли? Нет, это Ваня закинул. О, у меня уже рука устала эту дубину держать, блин. О, растет. Геннадий, убери как в сторону. Ну, подожди. Вот убрал. Вот и убрал. Не вовремя. Опять стайка подошла. Бери. Опа. Блядь, наприманивала меня. О! А! Ой-ой-ой. На ты своего окуня, он меня уже укусил. Проткнул палец. Вот этот уже, наверное, больше полкилошки-то, блин. Они почему-то вот вроде короткие, бля, а увесистые, бля. Это точно рекорд и за вчерашний, и за сегодняшний, блин. Ты не урони его, сейчас выспрыгнет, блин.
О, вот это окунек. Енцикадан. Смотри, ведро сразу прибавилось, блин. А резину брать не хотят, да? Смотри, ряд. Окунь, блядь. Где мой окунь? Хорошо, что камера включиться успела еще, блин. Быстро так. Она выключена была. Эта туча сейчас нам даст просраться. Ну, да, что теперь делать? Два поплавочка, один фиолетовый, второй красненький. Красота. Фиолетовый. Ну а какой он? Зеленый, Он салатовый. салатовый. Да. Нет, он ядовито-желтый. Нет. Нет, салатовый быстрее всего. Ну давай. Пусть будет так. Опа, опа, поклевочка, поклевочка. На салатовый лучше клюет. Вот она. Ну давай, родимый. Вот он, вот он. О, хороший горбачок. Красавец. Горбачев. Красавец. Глубина здесь тоже порядочная, да? Ну да. Там вроде мелко было сначала. Я не менял глубину. Нет, я поменял, а теперь мне кажется, что ее недостаточно. А как была глубина, у меня так и есть. Там. Красавец. Я удовольствие получаю, конечно. Оба, поклевка. Поклевка. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Красавец. Красавец. Отличный. Окунь Иваныч. Окунь Иваныч. Рыбалка, конечно, в конце сентября это класс. Да. Много я узнал. Что-то для себя новенького узнал. Про дольники как ставить узнал. Ну, не то, что окунь ловить-то. Это, ну, я еще так никогда не ловил в конце сентября на удочку. Окуня-то такие горбачи. Ты хоть ловил таких горбачей? Ну, ловил на сыне. Самый крупный килограмм был на А, ну ты говорил, да. да, на мушку. А так, после сыни не ловил таких больше. Вон там впереди какие тучи красивые. Да, сейчас вот особенно вот эти Ну, это свинцовая туча даст нам просраться, блин. Ну да, да, что теперь делать? Это что было? Не Выключилось? знаю, что это было. GoPro, снимай видео. Вот он. Ну. Что там такое? Окунь. О, такой же. Вон. Вот. Вот он. Опа. Вот он. Клондайк. Вот он, красавец, вот он. Ой, друг, да ты не... Ты его узорет, брата. Гуляй, Вася. Обратно нарвались на стайку. Это, скорее всего, приплыла стайка. Вот он, поклевочка. И вот он. Пошел. Как он красиво высоты. О, сейчас дождик пойдет. Вот из этого и начал брать. А, это окунь дождевой, да? Да. Ты смотри, мы тут как... Вон, поклевка вроде. Или нет? Или где-то, или что-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Ладно. Попробуем еще побаловаться балансирчиком. Ну, нравится мне. Это рыбалка. Снимай видео. Это рыбалка. Что GoPro теперь делать? видео. Решили поднять якорь. Сплавиться еще немножко самосплавом, потому что, видать, местную стайку мы опять же выловили всю. И вот такое вот, друзья, наблюдение. По всей реке, по всей Печоре вон пошла пена. Пузырьки пены. Это верный признак того, что вода пошла на прибыль.
Вот еще чем объясняется вялый такой клев. Клев до того вялый, только 20-ку чуть-чуть осталось набить. А так он вялый. Я бы, конечно, туда бы как-то бы зашел. А мы сейчас дальше туда сплавимся. Вот туда именно, вот туда кинуть бы. А нет, там трава, Саша, одна. Там. Ну там же он плескался. И что? Он же там тебя не будет ждать. Он лодку видит, сразу смотается. А мы сейчас вдоль проплывем вот так вот. И посмотрим, может еще одну стайку найдем. Балансир. Поклевка на балансир. Окунь небольшой. Бляха-муха. Ну и не маленький. С ладошечку. Еще и промазал. Вот уже начинает моросить. Тучка нависла. Идем самосплавом. Так что, Идем на абордаж. будем искать Сегодня голодного окуня. таких 5 монстров, 6, наверное, да, вытащили. Ну да. Это, наверное, самый крупный окунь за 2 дня. Твой-то да, наверное. Грамм на 100 крупнее крупных. Скажем, те 500, 600, этот 700, наверное, или 800. У тебя же весы есть, Саш. Можно будет, ну, точно, они же ж тут. Да. «510». Все верно? 510 килограмм. Ой, 510. Грамм. Полкило окунь. Видно, да? Так, а эти остальные Они там, внизу, наверное. ниже, наверное, да? Да, не намного ниже. Ай. Где-то там были еще такие тоже. Это Грамм можно, по 400, наверное. да, это можно. 510. Значит, вчерашние где-то были грамм по 400. А не 500. Ну, шикарный. Ну да. 510 грамм-то. Мой рекорд где-то кило 100, наверное. Короче, отложили удочку в сторону. Вон, еще поклевка, что-то крупное. Друзья, что-то крупное. Щука. Окунь. Блин, Вот, Вот. это горб. вот он, друзья. Только что вот вытащил вот этого. Я тебя переплюнул, походу. Походу, да. Вон, друзья. Вот смотрите, что я поймал сейчас. Вот только что. Смотрите. Янцикадан. Саня, посмотри. Сейчас, подожди, тут. О, только что вот этого вытащил горбача. И сразу же следом второй горбач. Вот на такую резину, друзья. Желтая головка. Желтой резиной. И вторая поклевка подряд. Пошли самосплавом. И это было, оказывается, правильное решение. 2 окуня подряд, 2 монстра, 2 горбача. Янцикадан. Я-то в надежде на щуку, я Сане говорю, здесь должна быть щука. Давай, как говорю, оставляй свою удочку, бери свою понтон и кидай. И тут на тебе, на резину 2 окуня, один за одним. Это просто сказка, а не рыбалка, друзья. На закате рыбалки, на закате сегодняшнего дня. Фу, Янцикадан. Ну, это вообще крупный. Я вообще думал, это щука, вон. Я, походу, Саня, тебя переплюнул. Ну, он грамм, ну, под килограмм, наверное. Мы, конечно, его взвесим потом, но не сейчас. Сейчас надо кидать, потому что надежда есть. 2 заброса и 3 заброса и 2 продуктивные поклевки. Правда, сейчас уже 4 заброса и без поклевок, но, наверное, это заснялось. Ну, это монстр. Так, вернуться на тот. Ты что, в мотор не замотал? Итак, друзья,
Поднялись немного на моторе, чтобы еще разик проплыть это место, где клюнули эти два монстра, эти два горбача. В надежде, что здесь они были не одни все-таки, и что еще что-нибудь доклюнет. Желтая резина, желтый виброхвост, или даже я не знаю, как его назвать, но скорее всего виброхвост, вот такой вот ребристый. Вот смотри, Саш. Это, Ну, в принципе, виброхвост, только он... можно оно как-то по-другому называется. Да. Ребристый виброхвост, вот я его как назову. И это было просто очень красиво. Я уж думал, щука, как он потянул. Смотрю, горбач, обалдеть. Да. Это круто. Вот он третий, друзья. Третий окунь. Саша просто сказал, чтобы камера не снимала. Не буду я говорить эту команду. И моя камера выключилась как раз. И я пропустил такую поклевку. Не знаю, Сашкина вроде бы успела включиться. Так что смотрите мою третью поклевку громадного окуня на Сашкином канале. Я только могу вам показать. Вот, друзья, вот. Один за одним вот эти три монстра. И наше ведро уже почти полное. 3 удачные поклевки. Это, на в желтый. октябре- это в сентябре не клюет. Это в сентябре не клюет, друзья. Даже на резину не клюет. Резина тоже. Желтая резина рулит и в сентябре. Янцкадан. Так, друзья. Тихо. Сейчас весим моего окуня. 620. Ну-ка, поверни его. Веса поверни. Нет, к сожалению, нет. Начало темнеть. Надо отъезжать. Надо еще успеть проверить наши продольнички. А потом упорная чистьба. Ну, сегодня сегодня? таких-то можно и почистить. Вон, красавцы. Завершение нашего сегодняшнего рыболовного дня помазало вот таким вот нас маслом с сахаром. Вот такие вот красавцы, горбачи. С икоркой черненькой. Да. И мы, по крайней мере, поймали столько же, сколько и вчера по весу, наверное. И опровергли. У нас еще продольники, может быть, еще что-то попадет, И да. опровергли информацию, то, что В конце сентября рыба не клюет окуни ловят. на удочку, на спиннинг. Мы даже на спиннингу поймали горбачи. Красота. Да и только. Ну а теперь еще 3 крайних заброса и сматываем удочки в прямом и переносном смысле этого слова. Считаем, друзья. Раз. Давай напоследок еще горбача. Приехал сюда я в надежде на щуку, потому что в прошлые года, в летние месяцы здесь неплохо щука брала. Короче, сейчас Гена поймал окуня 620 грамм. А клюнул. А тот, который Клюнул окунь. поймал 610. Тут, короче, 3 штуки он выцепил. 2. Если все вместе взять, килограмма 2. 3. Вот эти 6 штук, наверное, половину всего улова сделают. Там вообще 6 штук вообще, а то увидишь дома, ты просто с ума сойдешь. Вот эта рыбалка, этот не влезет на сковородку. Саня. Нет, если разрезать Если только на разрезать, куски. да, вообще удовольствие получил. Великолепно. Саня делится впечатлениями своей супругой. Уже будем завершаться. Нам Всё, еще это вроде надо третий. проверить. Крайний заброс. Давай. Да, уже Или надо второй, отсюда не помню сваливать уже. надо. Сейчас вот Разик еще в ту Сваливать отсюда сторону. надо, потому что тут уже темень за глаза схватит. Да, скоро будет уже ничего не Ладненько, видно. Давай. Ну все, друзья, крайний заброс. И поехали. Давай, друзья. На
пасашок. Давай за всех, за нас. Пусть будет Роберт всем написал, ты аж помолодел. нам хорошо. Кто подписал? Роберт, блядь. Да. Ладненько. Все, друзья, сматываемся, едем проверять продольники. Рекламная пауза. Октябрь уже наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад. Дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницей ручей. Но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей. И зябнут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшие дубравы. Я не знаю, правильно ли я вспомнил эти стихи, но действительно, в наших краях октябрь еще не наступил. Еще конец сентября, где-то 28 число сегодня вроде бы как, если мне память не изменяет. Но все уже дышит, зима дышит своим холодом, идет снег. Температура, как мы видим, сейчас на данный момент минус 2 градуса. Ночью было холоднее, где-то минус 3, минус 4. И все, мы сворачиваем сегодня. Уходим с этого райского уголка, с этого деревенского дома, с этой старинной коми-деревни. Саня уже на реке, возле лодки. Но я забыл экшн-камеру, вот вернулся за ней. Все, идем, снимаем продольники, смотрим. И домой. Грустно, конечно, грустно. Грустно осознавать то, что это осенняя сказка заканчивается. Но что делать? Ничего нет вечного. За этим периодом осенней рыбалки пойдет следующий, зимний. Не знаю, вернемся ли мы сюда еще. Так что всем говорим до свидания. Вчера вечером продольники проверить мы так и не успели, потому что в надежде увидеть еще поклевки окуня кидали до последнего. Стемнело, погода испортилась и решили не рисковать. Оставили продольники непроверенными. Дома также включения не было, потому что пока почистили это ведро рыбы, были уставшие. Быстренько перекусили. И в 10 часов мы уже дрыхли, легли спать, чтобы сегодня пораньше встать и успеть. Сашке надо сегодня в дорогу. Ну а мне тоже ехать в Троицкий, заниматься своими делами. Все. Это уже совсем другая история. Ну а пока едем поднимать, проверять, поднимать продольники. И рыбалку сегодня на удочку мы уже делать не будем, потому что норму мы выполнили. Вчера ведро, позавчера ведро. Я сказал, 2 ведра ему хватит. Значит, все, собираем продольники, едем домой. А вот и Александр собственной персоной. Вас приветствует Александр на канале Томи Рыбака. Я огромный гений. То, что он меня приютил, принял, то, что мы с ним дружились. Так что вот так. Не так, а вот так всегда. Все, погнали поднимать, проверять продольники. Итак, вот наш 5-й продольник, который мы вчера закинули первый раз. Если те 4 у нас рыбачили, ловили 2 дня, то этот вчера закинули, еще не проверяли. Так что проверяем его первый раз. Первый раз посмотрим, что на новичка нам клюнуло. Груз колун. А на новичка нам тоже ни хрена не клюнуло. Так что пусто, друзья, пусто. Что-то не то. Что-то не то. Ну ничего. Не расстраиваемся. Не унываем. Собираем, поднимаем. Ну и ждем теперь следующей рыбалки. Следующая рыбалка будет, надеюсь, намного интереснее. Хотя это была интересна тоже. Интересно по-своему. Увидели мы осенний клев. На червя, на удочку, на поплавок. Увидели
горбачей, действительно крупных окуней, которых мы не видели в течение всего лета. Все мы это увидели. И, конечно, увидели это вы. Ну а теперь будем ждать новых приключений. Я так думаю, они будут на озере, потому что надо съездить на озере, пострелять уток, собрать ягоду. Вот такие вот планы. Если будет погода, если не наступит зима, если снег не выпадет, все это будет. И, конечно же, вы все это увидите. Так что давайте прощаться ненадолго. Скоро увидимся. Канал Кумирбак. До свидания.